Перед началом просмотра обязательно поставьте лайк и оставьте свой комментарий. Они нам очень важны. Туркменская поэтесса Газель Шигулыева написала очередное стихотворение о президенте Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедове. Произведение опубликовано в правительственной газете «Нейтральный Туркменистан» 11 ноября. В авторском вступлении говорится, что Шагулыеву вдохновило на написание стихотворения появление Бердымухамедова в момент его благословения всенародной кампании по высадке деревьев. Поэтесса пишет: «Не только меня, но и других удивил храбрый сын туркмен своим красивым, грациозным появлением. И хотя вокруг был сегодняшний день, современная жизнь, происходящее было похоже на сказку». Всенародный субботник стартовал в Туркменистане 7 ноября. Бердымухамедов прибыл на мероприятие по посадке саженцев на Ахалтекинском коне в сопровождении десятков всадников в черной спортивной форме. Вероятно, это были сотрудники охраны. Шигулыева пишет: «Вдыхая свежий воздух поутру, скачешь ты, окруженный всадниками. Навсегда перед глазами у меня эта прекрасная картина. Аркадак, ты пришел, словно Агусхан. Тысячи лет в этом мире живут туркмены, пшеницу выращивая испокон веков, чтобы государства узнавали на планете. Аркадак, ты пришел, явился миру ты. Стройки посвящаем празднику нейтралитета. В издании радует глаз, глубокие мысли рождает твой разум. Аркадак, ты пришел, самой дорогой. Посаженное тобой дерево корнями укрепится, привлечет внимание цветущим видом, словно сад, расцветает родина с тобой. Аркадак, ты пришел, став опорой для всех. Ты паришь, словно птица, в небо взлетаешь. Глаз не отвести, скачешь ты на коне. Твоя сила с чудом сравнима. Аркадак, ты пришел, мудростью всех покорив». И так далее. Чувствовать удивительное – моя особенность. Возможно, мои слова не новые, я часто повторяюсь, признает Шигулыева во вступлении. Они стали моей музыкой, песней. Если бы не было в тебе силы, мощи Агусхана, смог бы ты страну поднять до высот, сделать ее облик узнаваемым. Значит, не зря прожил на земле тысячи лет туркмен, из поколения в поколение, в трудах и молитвах, в делах.